Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как внедорожник протаранил перегородившую дорогу «Ладу». Вот машина стоит справа, вот он берет и поворачивается, и все. И почему водитель нарушал правила. Зашел в магазин, а выйти не дали продавцы. Я ее взял, но я ее никуда-то ничего, не прятал, ничего. Я ее потом просто положил на витрину, развернулся и ушел. Почему мужчину, едва зашедшего в супермаркет, обвинили в краже. А также, насколько опасно ездить на автобусах. Пассажиры обычно уходят и все, забывают. Автоинспекторы проверили техническое состояние подвижного состава. Это и не только прямо сейчас. «Лада» 14 модели встала на пути у водителя «Рено Дастер» на улице Тецовская. Дело в том, что легковушка начала разворот прямо перед капотом кроссовера, который впоследствии протаранил водительскую сторону «Лады». Мужчина, управлявший 14-й, признался, что авария произошла из-за конструктивных особенностей его автомобиля. Каких, знает Анна Городнова. Я только тронулся, зеленый загорелся, поехал. Проехать от светофора водитель «Рено» смог всего немного. «Лада» 14 модели встала у него на пути. Водитель легковушки неожиданно для всех начал разворот. Выполнять такой маневр он стал справа от края проезжей части. И в момент, когда с «Ладой» поравнялся «Рено», стоял прямо поперек проезжей части. Зеленый, то, что ближайший видно светофор. Вот машина стоит справа, вот он берет и поворачивается, и все. Мужчина за рулем иномарки пытался избежать столкновения и даже выехал на встречную полосу в надежде объехать столь неожиданно возникшее у него на пути препятствие. Но туда же двигалась и «Лада». Вся сила удара обрушилась на водительскую дверь отечественного автомобиля. Тем не менее, на его водителе не было ни царапины. Он признал свою вину и рассказал, что произошло все из-за конструкции его автомобиля. Да, в зеркало просто не увидел, все зеркала маленькие. Уже потом, выйдя из машины и взглянув на все без помощи конструктивных элементов автомобиля, мужчина увидел большую удачу в том, что на узкой и темной дороге они не задели и другие автомобили. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Помощь медиков потребовалась водителю и пассажирке БМВ, который столкнулся на перекрестке улиц Павлюхина и Даурской с Ниссаном Тиана. После удара немецкая иномарка отлетела в забор. Молодого человека с его спутницей госпитализировали врачи скорой помощи. Алине Мусиной, водитель Ниссана, признался, что выехал на красный свет, и рассказал, почему. Удар был сильный, у Ниссана разбита передняя часть, у БМВ еще и весь левый бок. После столкновения немецкую машину отбросило на металлические ограждения проезжей части. Госпитализация потребовалась водителю и пассажирке немецкой иномарки. В больнице у 24-летнего молодого человека диагностировали ушиб бедра. Его 23-летней пассажирке досталось больше. Она ударилась головой, получила ушиб левого плеча и левой ягодичной области. Водитель Ниссана не пострадал. Его спасли сработавшие подушки безопасности. Он признался, что авария произошла по его вине. Подвела невнимательность. Оба автомобиля двигались навстречу друг другу, но водитель Ниссана, выезжая с улицы Павлюхиной, стал поворачивать налево в сторону Даурской на запрещающий сигнал светофора. Я стоял, ждал, загорелся зеленый, я думал, что там секция вместе загорается. Я не дождался ее, получается. А он прямо ехал, я ему в бок ехал. Прибывшим на место автоинспекторам оставалось лишь оформить все документы и убрать разбитые машины с проезжей части. Алина Мусина, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Один человек пострадал в результате аварии на улице Академика Арбузова. Сначала там столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель легковушки начал перестраиваться из ряда в ряд, не убедившись, что полоса свободна. В результате водитель внедорожника не смог избежать столкновения. Пока автоинспекторы оформляли эту аварию, Toyota сзади на высокой скорости протаранила «Лада Калина». Удар был такой силы, что водителю отечественного автомобиля понадобилась медицинская помощь. Его с подозрением на перелом ноги госпитализировали в больницу. Пришел в магазин, но продавцы выйти из него уже не дали. Сотрудники одного из супермаркетов на проспекте Имашева в Казани вечерним посетителям узнали мужчину, который, по их мнению, несколькими часами ранее не заплатил за бутылку крепкого алкоголя. Он признался, да, заходил и смотрел на спиртное, но не более. В конечном итоге разбираться во всем пришлось полицейским. Все версии выслушала Алия Хайрудинова.
целый день он у меня уборкой занимался, холодильник, вот все. Больше всех за задержанного переживала его пожилая родственница. Она не верила в причастность мужчины к краже. О том, что он ничего не крал, говорил и сам задержанный. Объяснил, что несколько часов назад действительно уже заходил в этот магазин, набрал продуктов и алкогольные напитки. Но уже на кассе понял, что денег нет. Разложив все обратно по своим местам, ушел домой, купив то, на что хватило средств. Красть продукты в магазинах, говорит, привычки нет. Я ее взял, но я ее никуда-то ничего, не прятал, ничего. Я ее потом просто положил на витрину, развернулся и ушел. Я купил семечек и йогурт, по-моему, я купил и ушел. В магазин вернулся вечером с деньгами. И тут ему напомнили, что в прошлый свой визит за алкоголь он не заплатил. Сотрудники торгового заведения уверены, что обратно он бутылку не ставил, а взял ее с собой. Сейчас он пришел второй раз. Уже выпивший, тоже взял. Но я его здесь остановила, попросила оплатить предыдущий товар, на что он сказал: я был, но я у вас ничего не брал. Поставил лодку, купил картошку и, соответственно, подождал сотрудника полиции. То есть он не сопротивлялся уже? Нет, он был согласен, да, до выяснения обстоятельств. Мужчину попросили остаться, вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов передали и записи с камер видеонаблюдения, которые могли запечатлеть происходившее в торговом зале. И уже после просмотра съемок станет ясно, была ли кража алкоголя, и если была, то кто ее совершил. Леха Ирудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Вместо алкоголя взял из бара скамейку, размахивал в магазине ножом и распугал всех покупателей, а также угрозы расправы с посетителями в супермаркете. Ночную жизнь Автограда глазами сотрудников группы быстрого реагирования охранного предприятия увидел Айрат Назипов. Бегал с ножом, угрожая гражданам. Он предрекал сотрудникам охранного предприятия незавидное будущее. Предупреждал, что для его людей наручники не препятствие и не преграда, а слова охраны не указ. Без спецсредств было не обойтись. Продавцы магазина просто боялись за свою жизнь. Мужчина ходил по торговому залу и размахивал ножом. Но его люди так и не приехали. А гнев задержанного скоро сменился на попытки вызвать к себе жалость. Вы меня задержали, избили и держите здесь. А в другом круглосуточном магазине продавцу пришлось вызвать группу быстрого реагирования из-за двух мужчин, сильно сбивших покупателя. Их задержали, применив силу. И тут же начались жалобы о том, что сами избили человека, они как будто и не помнили. Вот скажи, где не избил нас? Не совсем адекватно было поведение и одного из посетителей пивного бара. Угрожать начал, типа, дай мне пиво, дай мне кассу. На все свои требования он получил отказ. Платить мужчина не хотел, спиртного ему не налили. Но просто так ничего не получив, он уходить не собирался. После этого, как мы не дали ему пиво, он взял еще одну скамейку и с ней побежал быстро к выходу. Когда мы начали его останавливать, говорит, стой, стой. Он сломал потолок вот сверху. Вместе с скамейкой направился к близлежащим гаражам. Продавцы пытались его поймать и просили вернуть им мебель. Но мужчина стал убегать. Однако позже вернулся сам, только уже без скамьи. Николай правильно сказал, нет? Добавить нечего. Добавить нечего? Ну, все правильно сказал, нет? Ну да. Всех нарушителей передали в руки полицейских. Теперь им предстоит квалифицировать деяния каждого из задержанных. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, вызов 112. Абсолютно все автобусы сегодня были под пристальным вниманием автоинспекторов Казани. С начала года на 80% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта. Тут роль сыграло и нарушение правил движения, и состояние подвижного состава. Какие нарушения выявили сегодня и что думают по этому поводу сами водители автобусов, узнал Нафиса Минязова. Техническое состояние автобусов сегодня удостоилось особого внимания. Нарушений оказалось немало, однако все водители утверждали, что с базы выезжали на исправном автомобиле. Нас постоянно останавливают, проверяют. Несмотря на уверение в работоспособности всего и вся, в этом автобусе неисправности все же нашли. Не работал тахограф. Это серьезное нарушение и немалый штраф. Полицейские обращали внимание и на ремни безопасности, и на то, как ими пользуются. Первая проверка показала, пристегиваются не все. Водители утверждают, что предупреждают пассажиров и просят их пристегнуться, но проверить могут не всегда. Пассажиры обычно уходят и все, забывают, а штрафы мне пишут. В этом автобусе не было молотка для разбития стекла. В случае аварии за данное правонарушение водителю выписали штраф 500 рублей. Меры наказания зависят от вида нарушения, то есть есть нарушения, за которые предусмотрена ответственность только водителя, а есть нарушения, за которые уже должностные юридические лица отвечают. Там уже штрафы более серьезные. Только
Только за несколько часов проверок автоинспекторы выявили 15 нарушений. Среди них 12 технических неисправностей. Один пассажир был не пристегнут, и один протокол составлен на должностное лицо, которое выпустило неисправный автобус в рейс. В случае обнаружения серьезных технических неисправностей, это, например, неработающее рулевое управление или тормозная система, тогда эксплуатация данного транспортного средства запрещена, и его отправляют на штрафстоянку. Именно из-за неисправности рулевого управления на штрафстоянку отправили один автобус. Такие рейды автоинспекторы планируют проводить и дальше, пока число аварий с участием общественного транспорта не начнет снижаться. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.